МИД Таджикистана подтвердил гибель 41 гражданина Таджикистана. Национальный альянс Таджикистана считает, пограничные вопросы не имеют силового решения. Власти Сагдийской области призвали мировое сообщество дать правовую оценку событиям на границе. Иран охватил митинги после смерти 22-летней девушки. В результате нападения кыргызских военных был убит 41 гражданин Таджикистана, заявил об этом сегодня заместитель министра иностранных дел Таджикистана Содык Имоми на брифинге в Душанбе. В результате агрессивных действий Кыргызстана нанесен большой моральный и материальный ущерб. До сегодняшнего дня у нас есть подтверждение гибели 41 человека, но цифра, увы, будет меняться, потому что очень много пострадавших, находящихся в критическом состоянии, жить которых борются наши медики, сказал он. Он напомнил также о смерти целой семьи в результате обстрела таджикской стороны кыргызскими военными. Военнослужащие Кыргызстана целенаправленно из гранатомета обстреляли карету скорой помощи, в которой находился фельдшер, женщина на 8-м месяце беременности и двое ее маленьких детей 5-6 лет. Все они, включая водителя, сгорели заживо. Вот то, что соседняя страна творила, и в то же время обвиняет Таджикистан в агрессии, сказал замглавы МИД. Кроме того, по его словам, из-за сложившейся ситуации страдают таджикистанцы, находящиеся в киргизских городах. В Бишкеке и других крупных городах Кыргызстана выявляются граждане таджикской национальности без привязки гражданства, которым применяются незаконные насильственные действия. Их избивают, увозят в неизвестном направлении. Вот к чему приводит агрессивная кампания создания образа врага в лице своего соседа, заявил Имоми. Он также отметил, что таджикская сторона расценивает информационную кампанию Кыргызстана против Таджикистана как часть агрессивной политики, которая неприкрыто продолжается в последние годы руководством Кыргызстана. Мы считаем, что акт агрессии Кыргызстана против Таджикистана был заранее спланированной акцией, чему есть явные доказательства. Это информационная атака, которая буквально сопровождал каждый случай, информационные вбросы. Эвакуация более 140 тысяч жителей из прилегающих районов в наших условиях для этого нужен не один день. Мы стали свидетелями, что практически на очень обширном участке нашей границы были сосредоточены воинские подразделения, которые потом использовались самым бесчеловечным образом. Нас справедливо упрекают, что наша реакция в СМИ запоздалая. Мы не успеваем за событиями. Хочу сказать, что это объективный процесс, если вы пострадавшая страна. А страна-агрессор не только заранее планирует вооруженные акты, но и, соответственно, сопровождает СМИ, заранее планируя все свои шаги. Это является еще одним доказательством агрессии, которую совершила Кыргызская республика против нашей страны, сказал Имоми. Как сообщают кыргызские СМИ, секретарь Совета безопасности Кыргызской республики Марат Иманкулов во время прямого эфира сегодня заявил, что по имеющимся данным с таджикской стороны убиты более 200 военных, ранено около 400 человек. Национальный альянс Таджикистана категорически осуждая вооруженные столкновения двух соседних и исторически дружественных народов, обвинил в конфликте руководителей стран и призвал здравые, действительно болеющие за свою родину силы в обеих странах не бояться обращаться к своим гражданам со словами о необходимости проявления сдержанности и взаимопонимания, чтобы не позволить лжепатриотам с обеих сторон разжечь пожар межнациональной и кровной ненависти и вражды, не дать ей пустить корни и отравить будущее наших народов. В заявлении также говорится, что долгосрочные интересы наших народов и будущее наших потомков требуют, чтобы трезвые политические силы, действительно болеющие за будущее наших стран и народов, имели сегодня мужество заявить о своей позиции и призвать к разуму, вместо того, чтобы подыгрывать интересам временщиков. Власти Сагдийской области Таджикистана, опубликовав фото последствий недавнего вооруженного конфликта на таджикско-кыргызской границе, призвали международные и региональные организации дать событиям 14-17 сентября объективную и правдивую оценку.
Представляя фотографии с места недавних событий, призываем международные организации, аналитиков и экспертов регионального и глобального уровня не поддаваться влиянию провокаций, заговоров и лжи, распространяемых пропагандистскими средствами соседней страны, и дать оценку недавнему событию объективным взглядом и основанной на реальности, говорится в заявлении пресс-службы председателя Сагдийской области Республики Таджикистан. Иранские полицейские применили слезоточивый газ для разгона акции протеста на западе Ирана, состоявшейся после похорон 22-летней Махсы Амини. Об этом сообщает Аль-Джазира. Девушка скончалась после задержания так называемой полиции нравов за несоответствие дресс-коду. Официальной причиной смерти стали проблемы с сердцем. Однако очевидцы говорили, что ее избили в автозаке. Иранская полиция опубликовала видеозаписи с полицейского участка, на которой, по словам силовиков, зафиксирован момент, когда девушка потеряла сознание. По словам родственников Махсы Амини, у нее не было проблем со здоровьем. В Твиттер появилось видео с акцией протеста в Иране, на котором иранские женщины в знак солидарности с погибшей снимают и подкидывают в воздух свои платки. Снятие хиджаба в Иране является преступлением. Как сообщает Аль-Джазира, Амина жила в иранском Курдистане, а в Тегеране, где ее задержала полиция, приехала с семьей в гости. The Guardian пишет, что первоначально протестующие собрались в Тегеране у больницы, в которой она умерла, однако позднее акции протеста охватили ее родной город Сакес.